Какое замечательное утро, доброе утро, друзья! Сегодня у нас необычный день, мы проводим тренинг, обучение, семинар. Первый на нашем радаре, который будет происходить в Plaza Hotel, вот наш конференц-рум. Уже собираются гости, немного опаздывают, но это Кыргызстан, пойдемте. Который будет включать в себя историю, географию. Есть такая история, которая связана с монетами, то есть показываются монеты и оттуда рассказывается история. Пойдемте внутрь. Вот наш, смотрите, огромный стол. Здесь уже собрались наши гости. Да, мы заряжены, поток энергии просто зашкаливает. Да, и сегодня мы хотим познакомиться с нашими новыми друзьями. Это те люди, которые развивают туризм в Кыргызстане. Некоторые из них работают в отельном бизнесе, некоторые из них работают в гастрономическом бизнесе. Очень мотивирующее событие. Хочется узнать как можно больше и хочется поделиться, конечно, знаниями. Пойдемте. Рад встрече с вами. 저기는 그 MBK 추정훈이라고 하고요. 저는 한국에서 왔습니다. Меня зовут Чу Самхон, я приехал из Кореи. Я как иностранец, когда езжу с гидами, я получаю разную информацию, да, неточную. То есть в зависимости от того, какого гида ты встретишь, то есть информация она разнообразная получается. Было бы хорошо посредством двухдневного обучения вы получили бы точную информацию, да, чтобы дать туристу точную и достоверную и одинаковую информацию. Двухдневное обучение является коротким, и, конечно, за это время невозможно получить много и очень много достоверных информаций, да? Но в будущем мы бы хотели, чтобы вы посещали наши соцсети и тем самым получали бы разнообразную и точную информацию про Кыргызстан. 예, 반가웠고요. 좋은 시간 되길 바라겠습니다. 감사합니다. Спасибо большое за внимание. Давайте поприветствуем Мишку Бабу. Прошел целый день, сейчас уже 4:45, мы начали в 9 часов утра, целый день обучались новым вещам, посвященные туризму. Да? С утра была часть истории, пришел профессиональный гид с 25-летним опытом, рассказал про свой опыт, а сейчас в данное время проходит последние 15 минут обучения традиций. Очень интересный спикер, на самом деле он рассказал такие интересные вещи, которые просто в ум не могли прийти. И он рассказывал о том, как искажаются традиции. Наблюдается это очень часто. Он рассказал то, что Аллах Качу это даже вообще не традиция, что для меня очень интересная новость. Пойдемте вообще посмотрим. Мы понемногу отдаляемся от таких стандартных понятий, как традиция. Да? Ну, даже не где-то самое интересное, некие определения. Очень интересный спикер. Говорит насчет традиций, обычаи, стандарты, нормы.
Мы очень рады, то, что все происходит Необходимо, именно таким понимаешь, образом. что твой сын позволил себе украсть. Действительно рассказывает такие вещи, что всем интересно. А обычно в образовательных тренингах люди засыпают, но сегодня люди слушают, и я радуюсь. История вещи, даты. Все даты, в принципе, здесь написаны, и мы с вами поговорим первоначально о том. Мы знаем, что это уже были псевдонимы, расположенные на учебной стадии. Оказалось, что они в высокогорном городе. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас второй день тренинга, семинара. Вчера был первый день, сегодня второй день. Проходит он там. Сейчас ведется лекция по истории. Напомню то, что наша инициатива была о том, чтобы объединить информацию гидов, потому что один гид говорит то, другой гид говорит это, и вот такими вот событиями мы хотим сделать единую информацию для всех гидов, чтобы турист получал информацию, подкрепленную профессорами, которые и сейчас преподают, не преподают, а вот рассказывают лекции, делятся историями. Очень интересно, люди отзываются хорошо. Сейчас не будем заходить внутрь, потому что лекция действительно интересна. Через минут 10 начнется кофе-брейк. Вот именно там и пообщаемся с нашими гостями. Если заботиться о этом, Как я обожаю кофе, и, судя по всему, все его любят. Сейчас обеденный перерыв, не обеденный перерыв, а вот перерыв перед последним уроком, который будет посвящен Манасу. То есть наши студенты, гости, друзья узнают побольше о Манасе. Кто такой Манас? Человек, который объединил Кыргызстан. 40 племен и сказал: ребята, давайте мыслить одинаково и проявлять интересы общей нации. Что, кстати, и актуально на сегодняшний день. У нас всего лишь 7 областей по всему Кыргызстану, и для тех, кто смотрит это видео, 7 областей, давайте дружить. Мы все-таки одна нация, будем любить друг друга. Особенно всех. Друзья, хочу присоединиться к нашим новым друзьям. Здесь у нас... представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ярослав, я работаю гидом в Birgit Travel. Birgit Travel. Как вообще проходит мероприятие? Что? Мероприятие проходит, на удивление, очень хорошо и интересно, потому что я ожидал намного меньшего, и я думал, что будет скучно, как обычно, мероприятие, как обычно проходит, а тут очень много приятного и очень много информации полезной. Спасибо. Огромное спасибо. На удивление вы сказали. На удивление, я ожидал намного меньшего. Спасибо. В конце концов вы получите сертификат, который вы можете использовать для дальнейшей работы. Так, давайте я вам такой вопрос задам. Назовите 7 гор Кыргызстана. Не надо, поехали. Я не участвую в этом. Ладно. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Исан. Я тоже в сфере туризма уже 3-й год. В целом все. Насчет мероприятия. Получается, мы реально такого не ожидали. Мы пришли всей командой. Такой отель. Это не просто какое-то помещение. Получается, нас накормили, нас обучили. Еще и дадут сертификаты. Даже как-то не верится, что ли. Давайте я вас ущипну. Да, можно проснуться. Назовите 7 гор Кыргызстана. 7 гор Кыргызстана. Скажем, назвать пики. Неважно, да, какие горы? 7 гор Кыргызстана. Ладно. Допустим, гора Слойманто, скажем. Есть несколько пиков, например, пик Учителя, пик Комсомолец, пик Корона, пик Тимена Сенчантихова. 5. Так, кроме этого, получается,
Барсконские ущелья. По ущельям это то же самое, что горы. Их просто большое количество. Их не называют отдельные горы. Ага, это И Барсконские ущелья. Кроме этого, еще, ну, скажем, Бомское ущелье, не знаю, да? Пик Ленина. Все. Это все горы. Запомнили. Спасибо огромное. Не буду вас дальше держать. Приятного аппетита. Откуда вы нам пришли? Я пришел из Кыргызского национального университета, факультет востоковедения и международных отношений. Мгм. Сергей Сергеевич сегодня делился историей Кыргызстана. У него есть талант взять огромную историю Кыргызстана и поместить ее в 3 часа. 3 часа. Даже не 3 часа, 2 часа 15 минут. Но это было на самом деле даже вызовом для меня, как историю целой страны, практически 1 000 000 лет, поместить вот в это вот очень короткое время. Поэтому, 1 000 000 лет. да, потому что... Это 6 ноликов, да, там? Да, потому что, когда появляются здесь первые люди 1 000 000 лет назад примерно, начинается, собственно говоря, история Кыргызстана с появлением самых первых людей. И вот до нашего дня. Поэтому для меня это был очень большой вызов, но вот частично справился. Мне кажется, вы справились безупречно. Просто Спасибо большое. это было видно по лицам наших участников, наших друзей. Знаете, вы сделали сегодня огромный вклад в том плане, то, что наши гости — это лица Кыргызстана. Они будут представлять Кыргызстан на международном рынке, в внутреннем рынке. Они будут рассказывать историю Кыргызстана, про которую вы сегодня рассказали. Так что огромное вам спасибо, Сергей. Ребят, не буду говорить громко, потому что сейчас проходит экзамен, который включает вопросы именно по тем темам, которые мы прошли за эти 2 дня. Сейчас ребята заполняют ответы, пишут ответы на всякие разные вопросы, чтобы вот эти знания закрепились. Мы тоже их будем проверять, и по результатам этих экзаменов будем выдавать сертификаты, которые они будут использовать. Смотрите. Поменял одежду, каждый участник получит по брендовой футболке вместе с сертификатами, а сейчас за спиной проходит устный экзамен, где люди говорят про свои новые знания. Вон там профессор задает вопросы. Что они делают, это то, что они меняют, пытаются изменить что-то. Получившие квалификацию гиды отвечают на эти вопросы. Хочется отметить то, что люди собрались очень энергичные. Это очень сильно радует. Очень сильно радует. Посмотрите. Насколько 10 вопросов есть? Наверное, так. Я по очереди буду каждый вопрос задавать, да? То, как человек должен. Не обязательно. У понятия закон Создается государство. Закон вписан. я понял. Это же как бы принято. Чтобы поставить жирную точку этого мероприятия, мы позовем, наверное, каждого из вас и вручим то, что мы обещали вручить.